Всем привет, дорогие друзья! Сегодня по просьбам зрителей мы решили сделать кислый суп. А по коме это у нас азиашид. Конечно, делают все по-разному, по разным рецептам. Мы сделаем сегодня с рассолом, с огуречным рассолом. Я взяла, у меня перловка. Перловка, здесь стакан перловки 200 граммовый стакан. И горох, полстакана гороха. Это я заранее замочила в воде. У меня ночью вот стояла это в воде ночью. Немножко воды было, вылила. Сейчас я это высыпаю в кастрюлю. И сюда же добавляю воды. Сначала будем варить крупу в воде. И отправляем это мы в печку. У меня здесь воды было 700 миллилитров воды взяла. Вот. И это все отправляем мы. Немножко посыплю соли, немножко, потому что рассол-то у нас соленый будет. Вот. А так немножко я подсолю. Так, и это все отправляем в печку. И отправляем кастрюлю в печку. Это у нас потом будет томиться где-то час, может 2. Но это мы будем потом вытаскивать, смотреть, как готовится крупа. Ну, друзья, поздороваюсь и я с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Да, сегодня Маша решила приготовить кислый суп с перловкой. Азиашид называется по-коми, как уже Маша сказала. И этот суп тоже национальная такая еда. Национальная коми, национальная еда. По классике, как его готовят, мы вам озвучим попозже. Это чуть-чуть уже на современный лад такой. В большинстве в селе уже так готовят. Никто уже по старинке не возится, потому что это долго и более такой тяжелый вариант. Все же меняется, так видишь, ну, на современные все стараются. Вот раньше же не было дрожжей, да, пользовались заквасками, все, а сейчас удобно и сухие дрожжи, и так простые эти, которые сейчас вообще продаются же эти, наверное, кубиковые эти дрожжи, которые как тесто-то продаются. Но в большинстве сейчас используют все сухие дрожжи. Даже в пекарнях там тоже это быстро, это удобно. Также и здесь. У нас сегодня суп будет из рассола. То есть кислую среду в супе будет делать этот рассол. Огуречный рассол. Вот. Сразу скажем, что это время, ну, как вы понимаете, хозяйки, что перловка готовится не очень быстро всегда. Это такой процесс. Но долгий, да. Ну, надеюсь, печка покорит эту твердую перловку, и она будет мягенькой такой. Как все будет происходить дальше, мы включимся. Ну, может быть, еще сегодня поснимаем, потому что сегодня на улице прекрасная погода. И может поснимаем там еще на улице. Маша выйдет, может. Ну, морозно сегодня. У меня мужчины работают, дрова колят. Я, наверное, сегодня уже не выеду, а Маша-то выйдет, у нее полон забот день. И баня, и все такое. Вот. Ну, вот это первую часть этого супа нашего, то, что замочили перловку с горохом и отправили в печку до приготовления, до полуготовления, да, вот.
Ну да, потом рассол уже после. Да, С рассолом. с потом рассолом будешь. уже, да, да, да. Не до, ну как бы на, скажем так, на 70%, что приготовилась эта крупа. Альденте, или как это правильно называется. Вот так. Ну все. На улице сейчас, я не знаю, видно или нет. Через тюль даже и не видно, но солнышко там, друзья. И сугробы. Умка еще у нас не на прогулке, сейчас Маша выпустит ее. И она будет бегать, гулять. Здесь у нас работники работают. Дрова колят. Распилили уже дрова. И расколка дров идет. Собачка у них лает. Сегодня у нас солнечная такая погода хорошая, без снега. Солнце такое яркое. От солнца уже тепло идет, чувствуется уже тепло. Ведь уже февраль, а там уже и март, и весна. Так. Умку выпустим на прогулку. Да, она уже заждалась. О, сегодня она даже и еду-то не скушала. Умка. Это почему же? А? Ну-ка. Все. Рысью бежит. Вчера выпускала тоже. Но почему-то вот все время домой просится. Вот. А, ты вида. Ой! Такая довольная. Резвится так сильно бегает. Ну, Умка. 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 Ляг. Ляг. Вот так она бегает. Очень приятная погода сегодня. Немножко ветерок такой есть тоже. Когда выпускаешь, она вот не может успокоиться. Так сильно бегает. Да, Умка. Ну, я, наверное, сейчас буду дрова заносить. Умка бегает, она потом сразу со мной домой зайдет.
Hadi bir de. Шуквете. Look, любите, что мы. Сразу Коттердан. Да, Умка, сразу Коттердан, да. Да? Ну вот, в баню дрова занесли. Да, Умка? А, Умочка? Работники, наверное, пошли куда-то домой, может, обедать. Все-таки работа идет. Вот. У нас, друзья, гостья. Умка. А эти коты, смотрите. Рыжий вообще, он драться хочет с Умкой. А? Вот такая у нас Умочка. В гости зашла после мороза. А эти коты... Ну, Барсик более дружелюбен. Рыжий вообще не принимает Умку. Вообще не принимает. Сразу люлей дает. Умка, она добренькая и вообще даже не лает и не кусает котов. Малыш вообще жестко реагирует на этого, на Умку. Что, пойдешь на улицу, Умочка? Да? Так, поцеловала зрителей, всем привет сказала, да? Вот это она, да. С такой скоростью она заходит, с такой скоростью она выходит тоже из дома. Все, Умка заходила, она раз 10 еще зайдет. Ну что, бандюки, ушла Умочка, все.
Ну вот, печку растопили. А сейчас пойдем заканчивать наш суп. И будем обедать. У нас, друзья, прошло 2 часа. 2 часа. И за это время, ну, почти перловка стала мягонькой такой. Вот. Сейчас это все дело мы перебираемся с этой печки. Можно, конечно, здесь дальше готовить. Но мы перебираемся на плиту. С кастрюли сейчас золу немножко уберем. Вода, видите, как выпарилась, да, немножко. Но сюда надо добавить жидкости. Он как должен быть как молочный суп. Выглядеть как молочный суп. Ну, состояние такое, чтобы должно быть. Видите, появилась клейковина такая. И сейчас будем добавлять рассол и водички. Так, друзья, вот огуречный рассол. Консервированные огурцы. Такой. И добавляем наш будущий суп. Вот этот рассол. Где-то грамм 150 мы добавили. Еще надо добавить. И, скорее всего, уже будем, наверное, водичкой потом разводить. Потом слишком он будет кислым потом. На соль надо попробовать сейчас. И на кислость. Насчет соли-то надо, да? Потому что мы чуть-чуть только и подсаливали. А сейчас посолить надо. Но насчет того, что кисловатый, можно еще добавить рассола. Так, еще добавляем. Грамм 100 еще. Получилось у нас на вот это количество 250 грамм рассола. Ну теперь еще, наверное, надо немножко пожиже. Воду, наверное, все равно добавить надо. Водички еще Да, добавим. потому что ощущение такое, еще не ощущение супа. Это как бы... Вот, есть же каши, да, молочные супы там. Молочная каша очень-очень жидкая. Молочный суп. Вот он должен напоминать это. Вот. Теперь на соль будем проверять. Соль, друзья, определяйте сами уже на вкус. Так, ну примерно вон столечко кладу сначала. Солите постепенно, проверяя, чтобы не испортить этот суп, этот кислый суп такой. Вот. Кто-то скажет, что это каша может, да? Но это у нас называется суп азяшид. Так, Маша еще чуть-чуть немножко добавила воду. Вот как раз этот состав супа получилось. И будем еще варить, наверное, где-то полчасика, да? Ну, И как раз вот эта излишняя влага вот эту выпарится. Дальше что? В этом супе что? Не надо, это не суп-пюре. Здесь, видите, перловка, она форму еще сохранила, но она уже мягкая. Горох тоже размягчился, но форму сохранил. Вот она такого состояния и должна быть. И еще такой момент, что вот и есть клейковина немножко. Вот. Видите, там есть уже клейковина. Вот. Все. Варим, да ведь, Маша? Дальше. варим на медленном огне. На полчаса еще примерно. Ну, 15-20 минут, да. Ну, я грубо говорю, Да. полчаса. И потом будем уже пробовать кушать. Обедать как раз у нас, обед подоспел. Мгм. Сегодня будем кушать национальный суп азяшид. И как будет этот суп подаваться, как правильно, тоже покажем. Суп у нас готов. Вот такой суп. Сейчас Маша откроет. Какой консистенции, как там правильно назвать это. Вот. Он как суп, да. Вот смотрите.
Вот такой жиденький супчик. Суп этот кушает, друзья, горячим. Только горячим. Смотрите. Угу. Видите? Вот такой у нас аяшид называется это. Это национальная еда. Может выглядеть неказисто для вас, друзья, но это очень вкусно. Любой коми житель скажет, кто ел аяшид, скажет, что да, это правда вкусно. Так, и едим со сметаной, друзья. Обязательно. Это атрибут. Без сметаны это суп не тот. Уже, вот. Без сметаны это совсем другой вкус. Вот. Со сметаной. И мне тоже, Маша, перемешай. То обязательно сметана, обязательно атрибут. И на горячие. Это безумно вкусно, друзья. Вы думаете, что это просто так? Да, просто приготовление, но это очень вкусно. Маша еще добавила, улыбается, да еще добавила сметану. Она любит пожиже. Больше сметаны. Я люблю этот аяшид, чтобы погуще был. А Маша любит пожиже, и получается, что сметаной можно пожиже сделать. Вот так. Ну а сейчас приступим к нашей дегустации. Но на этот горячий суп-то действительно очень горячий. Именно на горячий надо и кушать. Разумный горячий, конечно. Ну как? Угу. Бабушку вспомнила, Маша? Бабушка вкуснее, Ну, наверное. естественно, с этим никто спорить не будет даже, это потому что нам до наших бабушек и мам далеко. Но все равно же, Угу. коми национальный суп. Он ведь, да ведь, Чувствую. аяшид. Коми, да, коми шуд. Да. Аяшуд. Кто-то скажет, что это каша ваша перловая, но для нас это называется аяшид. Бабушка делала все на сыворотке, и вкус как бы различался. И мне казалось, тогда это вкуснее. Сейчас, конечно, я не говорю, что невкусный суп, но вкус все равно другой. Отличается. Отличается, да. От Различается, конечно, да. Ну, Маша ест, кушает. Я чуть-чуть поговорю с вами и тоже приступлю к обеду нашему. Ну и пока я еще это самое не начал кушать, я вам, друзья, внимание, мы обещали рассказать правильный рецепт именно, прям вот какой надо, какой издавна, это с древних времен, какой рецепт у этого супа. Сейчас мы это все делаем на современный лад, и все в деревне делают на современный лад. Добавляют сыворотку или же рассол. А вот чисто рецепт у коми народа такой. Вот этот суп, друзья, делается на закваске. На закваске. Заранее, ну, обычно это вечером, делается закваска. В теплую воду добавляют дрожжи. Ну, дрожжи это раньше были вот эти такие кубиковые, ну, как тесто дрожжи. Соль добавляют, просеянную муку. Замешивает тесто такое, жиденькое тесто. Ну, вот как закваска. И вот это замешанное тесто оставляют в теплом месте, где-то, ну, на ночь. Ну, скажем, 10-12 часов для брожения. Дальше в это же тесто можно добавить, и добавляли наши предки, прутики смородины. Черной, именно черной смородины, для аромата. Вот. Эту смородину у нас часто добавляют, и даже квашеную капусту так тоже квасят. Да. Это придает такой, ну, пикантный такой вкус. И очень вкусно. И вы знаете, утром потом, вот спустя это время, ночь простояла эта закваска, и полученную вот эту закваску
надо развести водой. Дальше процедить там от всяких этих частиц, ну, комочков там это все процеживается, это все. Прокипятить и добавить заранее тоже с вечера замоченный горох и перловку. Пропорции тоже к 1 к 0,5. Например, если перловка стакан, то гороха половину стакана. Полстакана, да. Угу. Вот. А дальше уже в печку и пускай там готовится до готовности и крупы, и гороха. Едят также в горячем виде. Дальше как все, как мы, это ничего не меняли, эту традицию. Дальше едим также в горячем виде и со сметаной. Еще скажу, этот суп едят, может кто-то из комы даже удивится, но я люблю этот суп не с хлебом. Не с хлебом, а картошкой в мундире. Вместо кусочка хлеба я всегда беру картошку в мундире, но картошка должна быть холодной. Остывшая картошка в мундире вместо кусочка хлеба. И горячий этот кислый суп. Рекомендую, друзья. Пробуйте так. Делайте так. Кому не лень, делайте вот как рецепт. Кому не хочется возиться с дрожжами, или кто категорически, есть люди, которые категорически не принимают дрожжи, да? Ну, что вредно для здоровья, что используйте для кислости сыворотку, используйте рассол. Но я бы советовал сыворотку, и Маша тоже посоветует сыворотку. Но у нас сыворотки нету. Да, ну у нас... Мы с рассолом вот Да, сделали. к сожалению, уже скотину не держим, своей сыворотки нету. А покупать можно было, в принципе, и купить. Или сделать там, купить молоко и сделать там и творог свой, и получился бы сыворотка получилась. Но как-то давно уже именно вот молока настоящего не покупали. Пользуемся молоком магазинским, так сказать, с фабричным молоком, но уже из него не это самое. Простокваша-то не получается толковой. Угу. Вот наболтал, друзья. Ну, я хотел рассказать правильный рецепт. Я и рассказал. Просто это делать долго и как бы... С вечера да, приходится делать. Да, и всё. и это... Я говорю, вот сейчас в современности это дрожжи, это все для этого супа не используют. Используют сыворотку, но чаще рассол используют. Из квашеной капусты тоже вот. Да, вот Маша правильно сказала, да. Из квашеной капусту. Еще, ой, забыл совсем. Еще скажу так. Моя мама как делает? Она добавляет кусочек черного хлеба, когда это варится все. И кислость появляется от этого ржаного хлеба. А затем это надо процедить. Вот этот суп надо процедить. Ну, чтобы вот эти кусочки хлебушка, некоторым неприятно это кушать. И хлеб этот убирается, что. Вот так. Ну, попробуйте сделать, как мы. Самый легкий вариант. Самый легкий вариант, как показали. Давайте, друзья, я тоже попробую. Попробую, чтобы не быть голословным. Вот. Если честно, я больше люблю на сыворотке. Это правда. Я люблю на сыворотке больше. Сейчас я отведаю Машин супец такой. Как же это вкусно, друзья. Картошка в мундире-то нету. Угу. А мне надо картошку в мундире. Вместо хлебушка, В да. духовке можно по-быстрому. Ну, пока остынет это все, да. Именно остывшая картошка, чтобы была. Ой, друзья, чавкаю. Вкусно. Спасибо, Машенька, за такой суп. Я буду обедать дальше. Маша уже почти всю тарелку съела, пока я болтал. Ну вот, дорогие друзья, дорогие подписчики, зрители нашего канала, гости нашего канала.
по просьбам зрителей, как уже в начале фильма Маша сказала, мы вам показали, как варится этот простой, неприхотливый такой суп. Азия-шид. Коми национальное блюдо. Коми национальное блюдо, все верно Маша говорит. Азия-шид. Не забудьте, друзья, и запомните, что есть на земле коми народ, и есть у них такой суп Азия-шид. Простое название. Азия-шид. Ну, на этой кислой, вкусной ноте, друзья, закончим этот ролик. Всем желаем добрых рассветов. Встречайте рассветы, и пускай они приносят вам всегда добрые вести и предвещают добрый, вкусный день. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.